Уверовал человек или не уверовал, он все равно движется в этой жизни по плану Творца Вселенной, всего сущего, Всевышнего. Не по своему плану. Что бы он ни делал, да, он делает это по своему выбору. Но он никогда в жизни не выйдет за рамки этого плана. Лицемерие – это коронавирус человеческой души, который стремительно меняет свои штампы. Модно сейчас говорить. Да, про это. Братья, не будьте в своих убеждениях на лезвии бритвы, не ходите по краю пропасти. Будьте искренними, открытыми, стойкими, непоколебимыми в своих устремлениях, в своих убеждениях. Очищайте свои души. Готовьтесь ко встрече с Рамаданом. Аллахума баллигна Рамадан. Ведь мы находимся в преддверии Рамадана. В месяц очищения, в месяц, когда Аллах Субхану ва Тааля закрывает все врата ада, открывает все врата рая, открывает свою милость. Готовьтесь к этому, очищайте свои души. Дорогие братья, зачастую людьми современными, будь это неверующие, будь это агностики, это модное слово сейчас, агностик — это тот, кто вроде как верит, но и не верит, сомневается. Будь это традиционные мусульмане, очень много традиционных мусульман, которые считают себя мусульманами, но в принципе далеки от ислама, от соблюдения ислама. Принято рассуждать о том, принято считать, люди так считают, что вера слепа, что она оправдывает все. Ну, есть догма некая, верят в нее и все. В то же время очень часто можно наблюдать, как люди после испытаний, бед, страданий, болезней, лишений, у всех могут быть по-разному, да? Они приближаются ко Всевышнему. И у них, то есть человек после испытания приблизился ко Всевышнему, и у них вроде как наступает белая полоса. Все налаживается потихоньку, да? У кого-то, может, был банкротом стал, бизнес у него вернулся, все нормализовалось. У кого-то, может, жена ушла, развелся, жена вернулась, там все нормально, нормализовалось. Или кто-то серьезно заболел, выздоровел. Да? И вот они успокаиваются. То есть думают, вот, то есть я приблизился ко Всевышнему, Всевышний мне дал, и он успокаивается. Но жизнь же такая, что полоса белая, полоса черная, так или иначе. Селяви, как говорится, да? Жизнь такая. Обязательно после белой полосы черная идет. Конечно, облегчение намного больше, нежели трудности. Инна ма'аль усри юсра. Инна ма'аль усри юсра. Как это Аллах сам подчеркивает. Ну что получается? То есть как только мы говорим про определенную категорию людей, к сожалению, большей части людей, так вот, как только начинается черная полоса, что происходит с людьми, которые вроде бы как приблизились ко Всевышнему? То есть они вроде как получили, а потом лишились. Что с ними происходит? А человеческая же душа постоянно много хочет. Много. Она хочет еще, еще, еще. Нафс, низменная душа. То есть эти люди уходят, отрекаются, поворачиваются вспять. Так происходит. А низменная душа, она всегда хочет много. Она торопится. Как это описывает сам Аллах в многих аятах. Аллах описывает душу человеческую так. خُلِقَ الْإِنسَانُ هَلُوعًا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا. Воистину человек создан нетерпеливым, беспокойным. Когда его касается беда, и скупым, когда его касается добро. В другом аяте Аллах говорит: فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ.
когда Господь испытывает человека, оказывая ему милость и одаряя его благами, тот говорит: Господь мой почтил меня. Но как только Аллах его ограничивает, он говорит: Господь унизил меня. Вот такая человеческая душа, да? Или в другом аяте говорит: хуликал инсану аджуля. Человек сотворен нетерпеливым. И аятов на этот счет много, описывающих вот это состояние низменной души. Так вот, в итоге, не получив того, то есть чего человек ожидал, иными словами, не удовлетворяя свою низменную душу, то есть он начинает что? Метаться по сторонам. Туда-сюда, туда-сюда. Гневаться, сетовать на судьбу, недовольствоваться. Вплоть до полного отказа веры это может быть. И именно эта ситуация описана в следующем аяте. Задумайтесь над ним. Это очень важный аят. Аллах что говорит? وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Среди людей есть и такой, который поклоняется Всевышнему Аллаху, находясь на грани. Между верой и неверой имеется в виду, да? Возле пропасти. Если ему достается добро, то благодаря этому он чувствует себя уверенно. Если же его постигает искушение, то он оборачивается вспять. И важное заключение Всевышнего, самого Всевышнего. Хасира дунья валь ахира. Он теряет как этот мир, так и последнюю жизнь. Залика хуаль хусрануль мубин. Это и есть очевидный убыток. В чем заключается этот очевидный убыток? Явный убыток, поражение как в этом мире, так и в грядущем для этого человека. Каким образом? Давайте вот над этим поразмышляем. Уверовал человек или не уверовал, он все равно движется в этой жизни по плану Творца Вселенной, всего сущего, Всевышнего. Не по своему плану. Что бы он ни делал, да, он делает это по своему выбору. Но он никогда в жизни не выйдет за рамки этого плана. Так вот, с верой он переносит беды, лишения, трудности. С надеждой на награду Всевышнего. То есть он страдает, но получит награду, если это происходит с верой. Он удостоится ее позже, а может Всевышний удостоит его и в этом мире уже. А с неверием все равно те же самые беды обрушатся на него. Испытания, пройдет он через эти испытания. Но если нет веры в него, то он здесь будет страдать и там будет страдать. Именно в этом заключается то самое, о чем говорит Аллах. И тут потеряет, и там потеряет. Как сказано в одном из сообщений, приводит это имам Шафи'и, когда пророк умер и так далее, длинное сообщение, это не хадис, это не изречение пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Испытывается бедой, или на самом деле постигла беда того, кто лишен награды, всяческой награды. Он страдает, но ничего не получает взамен. И на самом деле этот аят, который я привел, да, то есть если читать историю, там, причины ниспосылания, то есть ничего же не поменялось. То есть при пророке саллаллаху алейхи ва саллям то же самое было. То есть были
Целые племена, которые приходили к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, бедуины, принимали ислам, потом возвращались, и у них как бы вроде все налаживалось, так? И они говорили: о, хорошая вера. А потом Аллах испытывал, говорит, что-то с этой верой у нас одни испытания. То есть стадо уменьшилось, там, я не знаю, того не хватает, этого не хватает. И что? Отрекались, отходили. И природа человеческая не меняется. И данный аят, он по сути описывает состояние лицемеров. Каковыми являются многие люди. А ведь недаром Всевышний описывает во второй суре верующих двумя аятами. Очень коротко. Неверующих также двумя аятами. А лицемеров 20 аятами вслед за этим. Относительно лицемеров Аллах Всевышний не спасает отдельную суру в Коране, главу, которая так и называется. Суратуль Мунафикун. Лицемерие. Где Аллах подробно объясняет их качества, состояние их души, их поведение. Лицемерие – это коронавирус человеческой души, который стремительно меняет свои штампы. Модно сейчас говорить, да, про это. Вот под таким углом, под такой призмой задумайтесь над этим. Лицемерие, этот коронавирус, очень быстро проникает в души человеческие. Поражает ее. Причем разные штампы. Вплоть до фатального исхода. Вплоть до смерти, не тела, души. Большое лицемерие может привести к неверию, оно является неверием. Все начинается с малого неверия, с малого лицемерия. Малое лицемерие, признаки малого лицемерия. «Иза хаддафа кадаб», если рассказывает, лжет. «Иза ва'да ахлаф», если пообещал, не сдержал обещания. «Иза тумина хан», если ему доверили, он что? Не оправдал доверие. Предал, как это описывает посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, вплоть до большого лицемерия, которое уже будет ширком, большим неверием. А ведь все всегда начинается с маленького. Сердце не сразу запечатывается. Оно начинается с маленькой точки. «Калля баль рана аля кулубихим», как это описывается. Человек, когда грешит, что точка ставится? Еще одна точка, еще одна точка, еще одна, пока полностью сердце не чернеет. Если он раскаивается, то сердце очищается. Так вот, дорогие братья, не будьте в своих убеждениях на лезвии бритвы, не ходите по краю пропасти. Будьте искренними, открытыми, стойкими, непоколебимыми в своих устремлениях, в своих убеждениях. Какие бы лишения, какие беды бы вас не постигали. Ведь так или иначе они постигнут, так или иначе. Потому что руфиатил аклам, джаффати сухаф. Все, высохли свитки. Свитки высохли, перья подняты, как это сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Будьте такими, как это заповедал посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям одному из подвижников, когда тот попросил его дать ему очень краткий совет в исламе. То есть попросил его показать ему на уникальность ислама. И что сказал пророк? Он сказал: уверуй и следуй прямому пути. Все очень просто. Уверуй и следуй прямому пути. Скажи: я уверовал в Аллаха, куль аманту биллях, сумма стаким. И следуй прямому пути. Будьте честными, прямыми, открытыми, прозрачными во всех своих словах, действиях, поступках. Избавляйтесь от гнили человеческой, которая может паразитировать душу, каждую душу. А ведь каждый из нас должен проводить чекинг своей души, контролировать свою душу на этот предмет.
Точно так же, как мы бежим в больницу. Да? Как только плохо стало, что мы бежим сдавать анализы, правильно? Ищем консультацию с врачом, правильно? То же самое здесь. Контролируйте свою душу. И никто не может быть обезопасен на старославянском от этого. Если сам Умар ибн аль-Хаттаб, праведный халиф, приходил к Худайфу ибн аль-Яману, который был хранителем секрета посланника Аллаха, мир ему, он знал поименно всех лицемеров. Аллах дал своему пророку это знание, но пророк не раскрывал этого. Опять же, это мудрость Всевышнего. То есть он приходил к Худайфе и спрашивал, есть ли я в этом списке? Есть ли я там? И каждый должен себя так чекать, спрашивать. Есть ли во мне это? В конце концов, кто-то может быть лучше Умар ибн аль-Хаттаба? Сомневаюсь. Поистине, в день джума есть такой момент, когда Всевышний Аллах обязательно принимает мольбу тех, кто обращается к Нему. Я прошу Всевышнего, чтобы мы застали этот момент. Фастагфируллах ли ва лякум. Итак, дорогие братья, избавляйтесь от гнили, которая хоть чуток, но на самом деле может быть внутри каждого из нас. Так как корочка веры, я имею в виду обрядность, да? Намаз, пост, короткие штаны по сунне, борода и так далее, внешние проявления, она не поможет с этой гнилью. Она лишь прикроет эту гниль. Если эта гниль есть, так или иначе она выйдет наружу. Это, знаете, как с апельсином и с яблоком. Бывает яблоко целое, смотришь на него красивое, но внутри гнилое. Ты его разрезал, оно гнилое. Или оно постояло и все, и полностью сгнило. И эта гниль может проявляться по-разному. У кого-то во вранье себе, кто-то себе может обманывать. Форточки находить всякие. У кого-то во вранье семье, измене жене и так далее. У кого-то в показушной религиозности, что уже является, да, малым ширком. То есть станет читать намаз, но он будет думать не о Всевышнем, а будет думать о том, что вот увидят же, как он намаз молится, совершает, какой красивый мусульманин молится. Или будет читать красиво Коран, и скажет, о, как красиво читает Коран. Это очень опасно. И это вам никто не скажет. Это не означает, что не надо при людях молиться, и поститься и так далее. Нет, это состояние души, которое вы сами контролируете. Вы сами чувствуете. И она может погубить его, если он не одумается. Это может проявляться в чрезмерной даже религиозности. Есть даже такое проявление. То есть всем известен случай, когда пришли и сказали, где мы и где посланник Аллаха. Он молится ночи напролет. То есть ему прощены все будущие, предыдущие грехи. То есть и один сказал, я буду молиться всю ночь напролет. Другой сказал, буду поститься, не буду разговляться. Третий сказал, не буду жениться и так далее. И пророк, когда узнал об этом, сказал, где они? И когда он встретился с ними, что он сказал? Он сказал, я посланник Аллаха, я пророк. Я пощусь, разговляюсь. Я молюсь, но также сплю. И я женюсь. Тот, кто не следует моей сунне, тот не от меня. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, будут погублены упорствующие. Халякаль мутанаттиун. Впадающие в крайность. Толкуя этот хадис, ученые говорят, как в религии, так и в жизни. Любая крайность. То есть человек будет погублен, так или иначе. Очищайте свои души. Готовьтесь ко встрече с Рамаданом. Аллахумма баллигна Рамадан.
Ведь мы находимся в преддверии Рамадана. В месяц очищения, в месяц, когда Аллах Субхану ва Тааля закрывает все врата ада, открывает все врата рая, открывает свою милость. Готовьтесь к этому, очищайте свои души.